Мы начинаем новый телевизионный сезон и продолжаем знакомить вас с приемными семьями нашей республики. В селе Намцы мы побывали в гостях у героев нашей передачи – приемной семье Решетниковых. В семье 12 детей, 8 из них приемные. 7-летней Яне, ставшей в этом году первоклассницей, от фонда «Дети Саха-Азия» был вручен добротный школьный ранец с анатомической спинкой, со светоотражающими элементами и наполнением. Мы по гранту выпустили настольную игру семейную, «Вместе по Якутии» называется. Это авторская разработка. Вот вы будете всей семьей играть, тут до 8 человек играют, да, фишки, там фигурные карточки очень хорошие. И мы думаем, что она такая будет для вас полезная игра, потому что она сплачивает еще. Да, ага. И вот вышла вот буквально из печати, вот совсем свежая, в Якутии мы напечатали, авторами выступили вот психологи Республиканского центра содействия семейному воспитанию. И вот настольная книга «Мамы и папы» называется, «Бир Сюменен», на 2 языках. Использованы рисунки детей, ну и вот все советы. И книга, и игра выпущена в рамках проекта Фонда президентских грантов. Мы считаем, что это такая настольная книга, которая пригодится всем приемным семьям, на которые найдут ответы. Здесь есть телефоны разных организаций, куда они могут обратиться в районах. И также есть примерный договор с приемной семьей. Также есть размеры пособий и субсидий, которые выделяются приемным семьям на их воспитание. В общем, много-много полезного. От имени Ассоциации приемных семей республики хотим выразить благодарность фонду «Дети Азии» в лице Ольги Михайловны Андросовой за ту поддержку, которую нам оказывают. Особенно вот такие настольные игры сплачивают семьи, развивают детей. Дети общаются с родителями, это очень хорошо. Книга вот эта очень интересная, на том, семьи будут, которые на своем родном языке, им понятнее вот читать такие книги на своем родном языке. И русскоязычным тоже, наверное, только читать, пользоваться этой литературой. Настольная игра вызвала огромный интерес у семьи. Приезжая в гости к приемным семьям, мы видели, что дети и родители с удовольствием играют в разные настольные игры. И сотрудники фонда решили разработать для приемных семей игру «Вместе по Якутии», которая поможет лучше узнать друг друга, легче пройти адаптацию и сплотить всех членов семьи. На средства, предоставленные фондом президентских грантов, выпущено 250 экземпляров игры и столько же книг, которые будут отправлены во все районы и переданы каждой приемной семье. Первыми игру и книгу получили приемные семьи Намского района. Герои нашей сегодняшней передачи – приемная семья Азаровых. Ровно год в семье живут 3 родные сестренки. Александра Васильевна – домохозяйка, все свое время уделяет воспитанию девочек и своим увлечениям. Она любит цветы, мастерит разные поделки и много фотографирует. Большую помощь и поддержку Александре Васильевне оказывают ее родственники, которые помогают в воспитании девочек. Самая старшая, первоклассница Злата, получила от фонда красивый школьный ранец с наполнением и светоотражающими лентами для безопасности на дороге. Исполнительный директор фонда Ольга Михайловна Андросова вручила Александре Васильевне настольную игру, а также книгу «Бир Сюменен». Стать приемной мамой Александра Васильевна решила задолго до появления девочек. 4 года назад моя подруга Люция Семеновна взяла на семью сперва детей. Вот тогда она сказала: «Саш, давай, возьми ты тоже». Начала тренинги ходить, входила в форум, «Дети Саха-Азия», ходила 2 раза. Так, еще тренингам, лекциям была. Ну, в общем, я готовилась к этому 4 года. Все мои документы
готовы были, и мне сказали, можно взять детей. И я пошла базу данных смотреть, но я открыла там, мне сказали посмотреть. Я открыла, и я увидела Аманочку, бриллиантик мой. Там сидит такая польня. Но я хотела взять. Их 3 сказали. Я сразу, видела Сигуночку, видела Златочку. И я их, оказывается, беру. Там мы приехали в детский дом, там нам очень хорошо встретили. Там у нас все документы нормально было, поэтому они нам сразу свидание сделали. Давайте, познакомьтесь. А когда они девочек, Аману и Сигуну к нам сразу. А они как-то, она сразу, ой, мама, я даже не ожидала. Они сразу ко мне, как мамочка, прибежали. Мы с ними знакомились. Она была у меня как зайчка. Прыгнула, да? А Маночка вся меня в лес, на руки попросилась. Потом через полчаса, да, Злата? Ага. Через полчаса мы встретились с Златой. Да, Злата? Да. Ага, она очень хорошо помнит. И мы вот так подружились, пообщались. Через какое-то время Злата мне говорит, мам, я чувствовала тебя, когда я... То что сказала? Когда я спала с тобой, я думала, это моя мама, да? Лучшей мамы нет на свете, знают взрослые и дети. Я цветочек подарю и стишочек расскажу. Не, мы не подался. Я очень рада, что у меня появились сестренки. Мы очень дружные, да? Да. Да. Мы делаем все вместе. И еще мы помогаем Эдию. Вытираем посуды, моем. Ой, какие молодцы. Все стараемся делать все вместе. Все вместе. Теплая атмосфера, добрые отношения в приемной семье Азаровых очень порадовали нас. Глядя на счастливые лица детей, окруженных заботой приемной мамы, понимаешь, как нужны и важны приемные семьи. Вот к нам недавно приехали из города Нюрбы 3 родных. Старшая Аня, которая рисует, ей 10 лет. Алина, ей 9. И Рома, самый младший из них, ему 8. Все дети очень активные, веселые, занимаются у нас в разных кружках, секциях, посещают кружки фольклора. Девчонки занимаются хомусе и рукоделию. Рома у нас спортсмен, любит заниматься футболом. Сейчас катается на лыжах еще. Я тоже. И как вы видите, любят настольные игры. Мы часто здесь устраиваем соревнования, любим играть. Аня и Алина вместе учатся в 3 классе. Девочки старательные, усидчивые ученицы. Внимательно слушают свою учительницу, проявляя большой интерес к учебе. Их младший брат, 8-летний Рома, учится в 1 классе. Ему, как и его ровесникам, интересно открывать для себя новый мир знаний. И делает это Рома с большим удовольствием. Алина и Рома посещают кружок дополнительного образования, где под руководством преподавателя учатся лепить фигуры разных животных. Еще одно увлечение Алины – занятия в творческом кружке «Сылык». Аня с удовольствием занимается в фольклорном кружке.
Аня и Алина очень любят кататься на лыжах. Дети общительные и дружные. Я когда вырасту, я стану воспитателем. Я когда буду большой, я буду полицейский. Рома вообще молодец. Он учится в 5, 4, а Анита тоже хорошо. Отлично работает, отлично делает. Дети такие жизнерадостные. Мы хотели бы, чтобы у них появилась семья. Меня зовут Артем. Я учусь в 3-й школе. Мне 11 лет. Я хожу в вольную борьбу. Мой коронный прием – это вертушка. Ты так стоишь в стойке, эту ногу можно так, можно так. Вот тут за локоть так держишь, эта рука идет внутри вот так. Тут меняешь и вот так кидаешь. Артем с удовольствием занимается в секции вольной борьбы. Еще одно увлечение Артема – это занятие в столярной мастерской. Под руководством своего наставника, руководителя кружка, Артем учится выжигать по дереву, создавая поделки для представлений на различных конкурсах. Артем очень старательный, добрый и искренний мальчик. Несмотря на свой юный возраст, он много читает познавательной и художественной литературы. Особенно Артему нравятся стихи, военная поэзия. Шинель, тебя потом, как придем в родимый дом, в музей бы сдать потомкам на память о былом. Малыш, тот в час пожара солдатом был спасен. Моей шинели Артем надеется, что он обретет семью. поклон.